В 2023 году в Абхазии были повышены тарифы на электроэнергию. Это было сделано, как говорят власти, чтобы довести тариф до экономически обоснованного и вывести Черноморэнерго на уровень рентабельности. Параллельно компания занималась установкой приборов учета. С нового года тарифы выросли еще, но как при этом в республике платят за свет, как установка счетчиков вообще повлияла на ситуацию, об этом мы будем говорить с Саидом Блабба, начальником управления сбыта электроэнергии Черноморэнерго. Он у нас в студии. Саид, приветствую, спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте. Мы подождали новогодние праздники. Наверное, нужно было этот разговор еще раньше начать, потому что сейчас уже повышенные тарифы не только в 23-м, но и в 24-м году дополнительное повышение идет. Начнем, наверное, с того, какие сейчас у нас вообще в стране тарифы за электроэнергию. Давайте еще раз напомним населению. Давайте напомним. Основные позиции для обычных потребителей, физических лиц, как мы их называем. Трехфазный потребитель с прибором учета рубль 80 тариф, однофазный с прибором учета рубль 40. Там, где нет прибора учета, применяется норматив с повышающим коэффициентом. То есть там уже получается 2,7 рублей за киловатт умножается на норматив потребления. Давайте простым языком объясним. Вот если у меня нет прибора учета, то есть я заплачу, живу, допустим, в квартире. Да, вот для квартиры есть норматив потребления в киловатт-часах, месячная норма 1200 киловатт в месяц, это зимний период, и 850 киловатт это в летний период. То есть киловатт-часы, месячная норма потребления, средняя выведенная цифра. Данная цифра умножается на тариф с повышенным коэффициентом, это уже для однофазных получается 2,1, для трехфазных 2,7 рублей. То есть это делается специальное повышение, то есть направленное стимулировать на установку прибора учета. Да. С прибором учета как бы то есть потребление... 40 копеек вот до этого уровня мы к 2024 году пришли вот к такому уровню. Вот, для юридических лиц тариф 2,6 рублей. На данный момент тарифы приняты по 26 год, они ежегодно будут автоматически увеличиваться. До 26 года, пока не дойдет тариф до среднеизвестного уровня и в зону рентабельности, пока не перейдет компания. Параллельно с повышением тарифов идет работа и по установке приборов учета. Да, давайте поговорим, насколько вы в этом вопросе уже продвинулись. У нас абонентов в стране 86 тысяч, получается, в базе. И установлено приборов учета более 22 тысяч приборов учета уже установлено на данный момент. В этом году планируется продолжать эту работу. Около 30 тысяч планируем установить в этом году приборов учета. Естественно, эффект наблюдается, эффект очень хороший относительно оплачиваемости и контроля и прозрачности в сетях. Самое главное, что у нас наблюдается в тех зонах, где приборы учета установлены, существенное понижение потребления. То есть люди начинают экономить, ненужный объем электроэнергии не тратится. За потребленную электроэнергию люди ведут активную оплату. А можно по цифрам вот посмотреть, насколько изменилась картина там, где установлены приборы учета? И в каких вообще районах, с чего в столице, насколько я помню, была начата эта работа? В столице установлено более 11 тысяч, 12 даже тысяч. В Кудаутском районе установлены более 2000. В Ачимчире там более 500, в Гулрыбском районе тоже более 500, Сухумский район, повсеместно по всей Абхазии идет активная установка. Так, то есть везде в разном объеме установка идет. И, естественно, сперва охватываются такие центры, как Сухум, то есть самые такие объемные зоны потребления. Ну и эффективность, как я говорил, в зоне установки сильное снижение потребления 20, 25, 30. Локально, если смотреть, есть места, где понижается до 40%
нагрузка. Собираемость в этих местах увеличивается от 60 там, и выше процент. Средний процент около 72-73% собираемости в зоне установки приборов учета. Ну, эффективность наблюдается, она очевидна, в принципе. Ну вот вы сказали, что в наиболее, да, загруженных местах, но Сухум полностью еще не оснастили этими приборами учета, но Нет. в Гудауте эта работа и в Восточной Абхазии продолжается. Почему вот так? Ну, именно реальное потребление независимости вот в Сухуме, скажем так, такого активного объема майнинга нет, как мы видим. Вот те места, где мы активно ставим, проблема именно в майнинге была, и направлено точечные были установки, что привело к сокращению потребления. Естественно, в самую первую очередь активно ставим коммерческим организациям. Вот Афонская зона, где туристический поток большой, туристический бизнес развитый. В этих зонах, то есть большой акцент на эти территории, на эти места. И на предприятия, которые занимаются коммерцией. А по оплате, вот как картина меняется там, где, допустим, приборы учета установили, и параллельно идет повышение тарифов? Не привело ли это к тому, что люди стали, допустим, меньше платить? И картина, где установили приборы, и где еще их нет. Вот, ну, увеличили это для всех тариф? Вот. Да, тариф увеличен для картина всех. изменилась? Картина, в принципе, там, где приборы учета установлены, принимаются меры по отключениям, дистанционного отключения. В случае неоплаты прибор учета обестачивает абонента, что вынуждает, в принципе, абонента оплатить за электроэнергию. Это как бы такая же процедура, как с мобильной связью там, и так далее. Вот топливо, когда заканчивается в машине, наверное, надо заехать и заправиться. Но да. там какой-то есть порог отключения? Вот какой За должен 2 быть? месяца, если нет оплаты, вот по постановлению, в течение 2 месяцев, если не оплачено, то как бы проводится процедура отключения. Но рекомендую, естественно, не накапливать долги. В течение 2 месяцев может накопиться долг, который будет сложно погасить, поэтому необходимо все-таки ежемесячно, регулярно вести оплату, чтобы не было проблем с накоплением долгов. Как часто этот механизм вами используется уже? Очень активно и часто, особенно в городе Сухум, очень часто принимаем меры по отключению приборов учета для активизации платежей, скажем так. Ну, активизируются платежи после Да, такого? конечно. Без оплаты включения не получается. То есть там программный комплекс контролирует процедуру, то есть включить без оплаты невозможно прибор учета. Хорошо, а там, где нет приборов учета, а тариф повысился, вот люди, какая-то часть населения всегда платит. Вот что вы там видите в этих местах? Ну, естественно, там, где нет контроля, прозрачности в системе, естественно, большой объем хищения электроэнергии. То есть по нормативу, да, вот когда человек оплачивает, когда нет возможности отключения, естественно, человек начинает обходить, то есть максимально стараться не платить. И нам приходится регулярно проводить, там контролеры проводят беседу, обходы и так далее, но это как бы без прибора учета малоэффективная процедура. Ну, просто вот если по отзывам, да, по тому, что люди говорят, резкое такое повышение тарифов, конечно, у некоторых такое мнение было, что будут платить одни и те же или перестанут платить, потому что, ну, тариф вырос в разы. Вы по своей работе видите эту картину? Вот видим, что люди, которые не платили, скажем, долго, после установки прибора учета вынуждены платить все сам. Хорошо, а где нет приборов? Вот там какая картина? Нам интересно узнать, вот там стали платить или перестали, наоборот, еще меньше стало? Динамика, она как бы в лучшую сторону не развивается там, где нет прибора учета. То есть оплата как бы на низком уровне, там, где нет прибора учета. Ну, то есть там дисциплина еще хуже стала? Можно сказать, правильно или на том? Она не улучшилась. Я не говорю, что хуже стало, но она не улучшилась. Объем потребления увеличивается, ну, то есть объем потребления увеличивают активно. А платежи как бы не улучшаются с
процедура оплаты как бы сохраняется на низком уровне, там, где нет приборов учета. А сейчас в каких районах, в каких местах ведутся работы по установке приборов учета? В Ачимчирском районе ведутся, в Гулрыбском районе, в Сухуме, в Афоне. В принципе, по всей Абхазии, в Гутауте и в Гагре, везде, то есть повсеместно идет процедура установки приборов учета. Как быстро вот в этом году и как скоро вы планируете вот установить, какое количество счетчиков? В этом году планируем 30 тысяч приборов учета установить. Это будет 52 тысячи приборов учета по итогам года, что составит Больше большую половины? часть. Да, и следующий год, в принципе, мы охватим всю страну приборами учета. И будем активно заниматься обслуживанием этой системы уже. Какие у вас ожидания, вот больше 50 тысяч, если вы охватите абонентов, какие у вас ожидания, сколько удастся сэкономить и повысить, вот сколько у вас, насколько меньше у вас должников будет и сколько электроэнергии удастся таким образом сэкономить? Ну, ведем анализ в точках, где стоит уже прибор учета. Эти места нам показывают, что платежи поднимаются 72-73% собираемости в этих зонах. В принципе, такой процент, даже больше, мы сможем достичь после установки всех приборов учета. Я думаю, что собираемость дойдет до уровня 80%. Понимаю стоимость тарифа, средневзвешенный, может быть, не может быть, а так оно и есть. В принципе, очень много социально незащищенные слои людей, которые имеют место работы, например, да, им сложно вести оплату за электроэнергию. Но на данный момент ситуация такая, что люди путают налог с электроэнергией. Это не тариф на нее, это не налог. Электроэнергия — это продукт потребил, то есть получил, за него надо заплатить так же, как в магазине получается ситуация. Тем людям, которые слои населения, которым сложно оплачивать эти счета, там уже, я думаю, что прерогатива не нашей компании, уже эти вопросы надо решать в других местах, наверное. Вот как раз вот по этому вопросу пример из жизни, да, в квартире с прибором учета 3000 рублей в месяц, в зимний месяц по новому тарифу заплатил гражданин, да. Сейчас рост на 40% примерно, да. И в этой связи возникает вопрос, если в квартире, допустим, проживает человек с инвалидностью, льготник, да, но у него нет пока льготы на электроэнергию. Вот насколько, на ваш взгляд, вот в этом вопросе вообще продвинулись, может быть, законодатели, может быть, вы какие-то с ними ведете подготовку, переговоры, будут ли представлены какие-то механизмы для предоставления вот льгот именно таким категориям? Ведь социально незащищенные слои, они также сейчас платят, как и остальная часть населения. Поэтому и говорил, что этот вопрос надо выносить и решать эту проблему, определять позиции льготников, условий, критерии, под которые будут подходить определенные лица, плательщики, абоненты. И исходя из этих рамок уже будут определяться, наверное, льготы. И надо понимать механизм компенсации этих льгот для РУП Черноморэнерго. То есть этот вопрос надо выносить и заниматься активным решением этой проблемы. Вот, допустим, есть люди, которые не успели заплатить за потребленную электроэнергию в 2023 году. Вот сейчас они придут заплатить, а у них нет счетчика. По какому тарифу они будут платить? Как вы будете выяснять это? Вот в январе он потребил, в феврале или придет в марте, допустим, платить? Как это зафиксированный тариф, так как зафиксирован норматив оплаты, то есть имеется в виду норматив потребления в киловатт-часах, квитанция о последней оплате, данные о последней оплате есть в базе, можно высчитать, в принципе, до конца года, сколько ему оставалось доплатить по старому тарифу. Среднее, да, вывести какую-то норму? А как? Прям конкретно вывести. Вот он заплатил, скажем, за 6 месяцев, за 6 допустим, месяцев в прошлом году. Осталось ему заплатить 6 месяцев следующего года. Этого же года. То есть вот эти 6 месяцев оплачивается по старому тарифу, а с нового года уже
начисления по новому тарифу пойдут. Все равно не понимаю, Да, как вы сложно. будете высчитывать, потому Это что там же просто объем электроэнергии потребленной вы видите. Вы же не видите, в какие месяцы он... Или вы можете видеть, если у него нет счетчика. Если у него нет прибора учета, у него есть история оплаты. То есть он заплатил в какой-то период какой-то объем средств по нормативу. Вот из тех объемов вы будете исходить. Хотя, может быть, в этом... может быть, он в январе потребил больше, чем в декабре. Вот я это имею в виду. Как тут градацию. Как то есть отделить вот тот тариф старый и по-новому, как посчитать? Придется Здесь какую-то погрешность. зафиксированный тариф, естественно, это уже не тариф, а лимит потребления. Зафиксирован лимит потребления для дома, для квартиры, за городом, в черте города и так далее. То есть там уже определена сумма в течение года, сколько человек заплатить должен. Естественно, в расчете, может он больше потребляет или меньше потребляет, естественно, в этом уже будет погрешность. Там, где нет прибора учета, это практически невозможно высчитать. Есть дома, которые потребляют 5000 киловатт-часов в месяц. Есть дома, которые потребляют 800 киловатт в месяц. То есть там размах серьезный. Там, где нет прибора учета, мы используем зафиксированную среднюю позицию, разрешенный объем потребления, скажем так. Ну, главное, что хочется выяснить, что им не придется по новым тарифам платить за прошлый за год. прошлый год они не будут Переплачивать платить, никто не будет. Переплачивать никто не будет. Хорошо, а вот среди должников юрлиц или физлиц больше? Физлиц, естественно, юрлица практически 90% собираемость. Вот, физлиц очень небольшой. А охват приборами учета именно у юрлиц, он большой? Охват? Юрлиц охват 100%, но не приборами учета, которые сейчас мы ставим, они дистанционного контроля. А стоят обычные приборы учета, любые, скажем так, какие были. И погрешности серьезные, недоучет, неправильное присоединение. Ну, то есть очень много проблем, и поэтому идет ревизия и замена этих приборов учета. Но при этом они платят лучше, чем физлица, получается, да? Конечно. Почему так происходит? Хотя там нет, вы говорите, вот этих Потому дистанционных что счетчиков. мы, в принципе, все силы направлены... Их меньше, понятно. Их меньше, но все силы направлены на именно коммерцию, то есть максимально собирать средства именно от коммерческих предприятий. А в физлицах, естественно, присутствует социально направленный режим работы, где мы как бы не давим, не продавливаем, там, где мы не принимаем такие меры давления, в некоторых случаях. Да, вот в связи с этим, в принципе, такая ситуация. Но после установки приборов учета ситуация, естественно, будет меняться, но относительно сложности, неподъемности там тарифа, это, естественно, я как думаю, эти вопросы надо выносить, понимать, какие слои незащищенные, по каким критериям их определять и какие меры принимать по нагрузке на них в финансовой сфере. Но, опять же, компания не имеет возможности недополучать эти средства. Надо понимать зоны компенсации этих средств для компании в связи с тем, что тариф долгое время не менялся. То есть компания недополучала огромный объем средств, эксплуатационные были серьезные провалы, и электросетевое хозяйство обветшало, и оно требует на данный момент больших вложений для реабилитации и стабильной работы. А вот за 23 год, если вы уже успели посчитать, сколько удалось собрать с населения денег или в процентном хотя бы соотношении в сравнении с 22-21 годом? В 2023 году было собрано 935 миллионов рублей всего фалов. А в 2022 году 552 миллиона. В процентном соотношении 36% собираемости. В принципе, этот объем стабилен. С прошлого года не поменялся процент. В связи с тем, что выявляются и новые абоненты, которые не находились в базе и так далее. То есть начисления более
более точное уже началось, и то есть потери в начислениях уменьшились, естественно, чуть-чуть. А в этой сумме вот такая сумма, потому что тариф увеличился или количество абонентов? Естественно, количество абонентов, то есть есть абоненты, которые выявились в ходе установки прибора учета, которые, скажем, никогда не платили, никогда не находились в базе и так далее. То есть таких тоже много выявлено, и относительно увеличения тарифа, естественно, то есть сумма увеличилась из-за увеличения тарифа, но объем потребления в 2023 году был меньше, чем в 2022 году. В 2022 году активно велись веерные отключения, и при этом мы потребили все равно больше, да? Больше 3 миллиардов. Да? В этом году без отключений, без вееров, не в этом, а в прошлом уже 23-м году, без отключений и без вееров мы потребили на 306 миллионов киловатт-часов меньше. То есть перетока у нас было 780 миллионов, относительно прошлого года у нас было 1 087 000 000. То есть, существенно. Вот еще раз хочу подметить, что в 2022 году, сами помним, что сильные вееры были длительные, без вееров потребили меньше. Это уже, я думаю, серьезный показатель. Вот тот эффект, который я озвучивал по отношению к приборам учета. А вот по поводу таких неплательщиков злостных, которые на протяжении 20 есть такие, которые 20-30 лет не платят. Вот что с ними делать? Там же колоссальный долг накопился за эти десятилетия. Как в отношении этих людей вы действуете? Эти вопросы мы будем решать в судебном порядке относительно мер по законодательству. В случае неоплаты более 2 месяцев мы имеем право отрезать, обесточить, то есть абонента. То есть эти все меры будут применяться. И других вариантов реабилитировать, спасти энергетику не представляется возможным. То есть своими силами, общими усилиями, поняв друг друга, надо сохранить и реабилитировать то, что у нас есть в руках. То есть надо, чтобы мы друг друга понимали. Здесь направленного давления никакого на населения нет. Есть сам факт, что мы можем потерять огромный ресурс, ценный ресурс, который является стратегически важным для нашей страны. И то есть именно вот в таком контексте надо воспринимать ситуацию и пытаться совместно решать эту проблему. Это, конечно, понятно, но с другой стороны, вот те люди, которые не платят, среди них, конечно, есть кто просто не хочет, да, нет вот этого института принуждения, мер принуждения, но есть и те, кто реально не в состоянии будут вот выплатить за 30 лет долги, и тем более по новым тарифам, если посчитать. Сложно. Таких абонентов, прям, чтобы за 30 лет не платили, все-таки очень мало. Там те, которые реально не в состоянии, вот я же говорил, что по определенным критериям надо выбрать, да, зону людей, которые не в состоянии оплачивать эти счета, и принимать какие-то меры в этом направлении. А относительно тех, которые просто не хотят платить, есть решение по отключению, в судебном порядке решать эти вопросы. То есть все механизмы уже необходимо, уже вынуждены использовать эти механизмы, которые мы ранее не хотели использовать просто. Почему вот не шли на такие радикальные меры? Все-таки в социально направленном режиме мы сохраняли работу, так как то есть население, да, сложно с людьми и так далее. В понимании этого всего процесса мы сохраняли этот режим долгое время. Я думаю, что это пагубно все-таки повлияло на нас, на компанию, и эту ситуацию надо выправлять. То есть уже необходимо пользоваться всеми рычагами, так как ситуация усугубляется. Мы, в 2023 году у нас положительные результаты, эту динамику положительного режима надо сохранить для выхода из кризиса и стабильного дальнейшего развития. Про суды вы сказали, часто обращаетесь? Были ли такие прецеденты, когда вы в судебном порядке взыскали с кого-то долги? Так как я новый человек в этой системе, из энергосбыта,
Сейчас мне сложно сказать, но, насколько я знаю, меры принимались и какие-то процедуры проводились в этом направлении, но мало активно. Ну и в новом году какие ожидания у вас, как руководителя энергосбыта? И в 2023 году по итогам объем платежей, который поступил, как это уже на работе отражается? Есть ли какой-то эффект? Понятно, что до рентабельности пока далеко, но Да, тем не эффект менее. есть. В эксплуатационном формате очень много средств, которых было направлено именно на эксплуатацию. Это принесло серьезную пользу. Мы наблюдаем, что у нас нет мало аварийных отключений, мало, в принципе, реально очень мало аварий в этом сезоне зимнем у нас. То есть очень много средств было направлено на сохранение безперебойности, то есть очень много мер было принято по замене оборудования, силового оборудования, по активной расчистке трассы, по закупу спецтехники, которая помогает в этом режиме работы. То есть эти средства пошли на пользу. Я думаю, что это очевидно, что отключений у нас в принципе нет. Боюсь радоваться. Боюсь радоваться, что нет вера. Вот по селам и городам кто лучше платит, сельчане или жители городов? Городов, конечно. Как вы можете это объяснить? Платежеспособность? Опять же, платежеспособность, да. И в сельской зоне, естественно, нет приборов учета пока еще. К ним мы придем в последнюю очередь. По нормативу, есть, да, оплата, конечно, но в сельской местности собираемость 10-13% в среднем. То есть это очень мало получается. То есть, скорее всего, там и незаконных подключений, и сэкономить электроэнергию, там есть возможности больше будет, если Да. все-таки охватить получится. Да, конечно, но установка приборов учета сопровождается сложной процедурой, подготовкой сетей под установку приборов учета. То есть там, где нет инфраструктуры электротехнической, подходящей под установку приборов учета, несем серьезные затраты для создания этих условий установки приборов учета. И как мы все знаем, в сельской местности сети в наихудшем состоянии под установку приборов учета. Очень экономически неэффективная процедура. То есть, скажем, в селе там, в одной локации живет 5 семей. Для того, чтобы установить эти 5 приборов учета, необходимо провести мероприятие свыше 10 миллионов рублей для того, чтобы сети реабилитировать. То есть мы к этому придем, но чуть позже, когда компания будет в состоянии такие средства вкладывать в такие зоны. Сейчас пока средства направляются на экономически эффективные зоны для того, чтобы увеличивать прибыль предприятий, и эти средства уже используют для модернизации, реконструкции и дальнейшей процедуры эксплуатации этих сетей и систем. Саид, спасибо, что пришли в студию, согласились ответить на наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Я напомню нашим слушателям, у нас в студии был начальник управления сбыта электроэнергии Черноморэнерго Саид Блабба. Говорили мы о том, как население платит за потребленную электроэнергию и новых тарифах.